Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс». И сегодня гость нашей программы – заведующий отделом этнологии Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Татарстана Габдрахманова Гульнара Фатовна. Гульнара Фатовна, Исенмесы, здравствуйте. Здравствуйте. Гульнара Фатовна, давайте начнем по порядку. Что же такое этнология? Что это за наука? И насколько эта наука интересна в современном мире? Если говорить коротко, этнология – это наука о народах. Я должна сказать, что в нашей стране очень богатая традиция изучения народов нашего края, Татарстана, Поволжья и в целом всей нашей страны. Еще в советское время в Москве был образован институт этнографии имени Миклуха Маклая, который занимался изучением традиционной культуры всех народов нашей страны, народов СССР. Но по мере роста этнографии появилось понимание того, что изучать традиционную культуру недостаточно, и очень важно изучать историю формирования народов, каким образом происходило социальное развитие разных народов нашей страны. И в нашей стране в связи с этим появилась наука под названием этнология, которая как раз занимается вопросами изучения того, каким образом появились те или иные народы, каким образом они развивались на самых разных исторических этапах. И надо сказать, что в самых разных регионах очень активно стали проводиться этнологические исследования, в том числе и в Татарстане, в частности, в Институте истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан, который я представляю. Здесь у нас работает большая группа этнографов, которые занимаются изучением традиционной культуры татарского народа, а также занимаются изучением, проводят различные этнологические исследования и занимаются этнологией татарского народа. Эта наука на самом деле представляет очень большой интерес не только с точки зрения решения фундаментальных академических задач, но и с точки зрения изучения того, каким образом сегодня развиваются разные народы, в том числе и татары, и каким образом наука может отреагировать на возникшую высокую потребность в знаниях людей о том, каким образом, откуда берутся их истоки, что представляет история их народа. И вот материалы этносоциологических исследований как раз являются ярким подтверждением того, что у людей существует сегодня очень большая потребность, очень высокая заинтересованность в понимании и получении знаний о своем народе, об его истории, об его культуре, все то, что подпитывает их этнические чувства. Ну, у современных этнологов у них наверняка больше, да, различных методов, нежели чем вот у этнологов там начала 20 века, 19 века. Конечно, арсенал науки, он растет, естественно. Появляются не только новые методы, но и новые теории познания о этнической группе народов нашей страны. Если, скажем, в советское время этнографы очень активно практиковали экспедиционные выезды, они выезжали в самые разные регионы, в том числе в регионы компактного проживания татар, то сейчас уже используются другие методы. Это и методы наблюдений, и массовых опросов. Мы активно изучаем средства массовой информации, активно изучаем интернет, где сегодня очень активно люди позиционируют свою этническую идентичность. То есть очень разнообразный, богатый арсенал методов и теорий, благодаря которым мы сегодня можем изучить вот эту этническую идентичность, самосознание, потребности людей в этнических культурах. А как вы относитесь, вот сейчас очень популярны генетические исследования? Да. Этнологи тоже этим занимаются? Тоже занимаемся, но больше, наверное, мы занимаемся фиксацией вот этого интереса. Мы активно выезжаем в разные регионы и очень наблюдаем часто такую картину, когда люди вот интересуются, создают вот свои собственные ШЖР, когда обращаются самостоятельно в архивы, запрашивают какие-то генеалогии своего рода. Это очень такой популярный, очень сейчас распространенный такой тренд современный, да. Сегодня люди очень заинтересованы узнать, откуда у них корни, откуда их семья. И это на самом деле очень характерно в разных регионах для разных групп татар. Ну, а если коснуться этнонима татар? Когда был сформирован этот этноним? Вот насколько мне известно, еще даже в XIX веке, даже наш вот знаменитый просветитель Шагабуддин Марджани писал: «Кто мы, если не татары?» Вот скажите, на каком эволюционном этапе сейчас находится наш народ? Ну, вы знаете, в науке уже давно решен этот вопрос о том, какую этническую группу, какой народ можно считать нацией. В качестве главного признака, об этом говорят зарубежные исследователи и зарубежные теоретики, в качестве главного признака всегда выступает наличие высокой культуры, наличие письменного языка. И надо сказать, что татары как раз обладали вот всеми этими признаками. Уже в начале 20 века они имели высокую культуру в виде профессионального театра, в виде широкого отряда
деятели культуры, имели самостоятельное национальное образование с новыми методами обучения, современными методами для того времени обучения. То есть уже к тому времени татары представляли собой уже такую развитую нацию со всеми ее признаками. Но надо сказать, что в советское время вот эти вот признаки татар как нации, они стали еще шире за счет того, что татары освоили еще и русскую культуру, стали активно осваивать европейскую культуру. Еще, кстати, это произошло в конце 19-го, начале 20 века. То есть по мере развития татары стали все больше и больше приобретать вот эти черты вот нации, как отдельно самостоятельные народы, которые обладают вот этими вот высокой культурой, высоким самосознанием, единой культурой, которых объединяет татар в разных регионах страны. Ну, признаки – это одно, а вот формирование именно самосознания, когда народ себя именно начал как бы ощущать, что они татары. Ну, это, конечно, тут конец 19-го, начало 20 века, когда уже татарские богословы, татарские общественные деятели стали активно употреблять этот термин, активно стали пропагандировать и говорить о татарской нации. Еще в советское время тоже этот процесс вот закрепил еще и формирование вот общего образования, скажем, на казанско-татарском языке стало вестись образование в некоторых регионах Западной Сибири, то есть стал распространяться вот этот общий казанско-татарский язык, и все это служило как раз вот закреплению вот этого распространения вот этого этнонима татары. Ну, а почему тогда произошло такое раздробление? Ну, вы знаете, тут важно учесть еще и специфику этнографического подхода, самой этнографической науки. Дело в том, что наши специалисты, как я уже сказала, очень активно выезжали в экспедиционные выезды в самые разные регионы нашей страны. И, естественно, они фиксировали очень богатую, разнообразную культуру татарского народа. Почему это богатство формировалось? Ну, естественно, тут большую роль играла история формирования татар на самых разных территориях. Большую роль оказывало иноэтничное окружение. Естественно, находясь в условиях контактов, татары перенимали какие-то элементы от соседних народов, но, естественно, оказывали влияние климатические условия. То есть татары, живя в разных климатических условиях, формировали свою особую хозяйственную культуру. У них, естественно, появлялся особый, скажем, костюмный комплекс, появлялись особенности в пище, в кухне. И вот на основании этих признаков этнографы для удобства выделили вот эти этнографические группы, потому что им важно было этнографам зафиксировать вот это разнообразие. Через эти признаки они смогли сформировать классификацию татар, живущих в разных регионах. В научной литературе стала появляться эта классификация, когда стали говорить о сибирских татарах, скажем, о татарах-кряшинах, об астраханских татарах, о крымских, литовских и так далее. То есть привязывалась чисто к территории, та или иная этническая группа привязывала к конкретной территории. И исходя из этой территории часто давалось название вот этой этнографической группе. То есть вот как раз вот эта вот такая типология, она привела к тому, что потом вот эти вот названия этих групп стали активно продвигаться, использоваться в общественной дискуссиях. То есть вот тут некий такой вот вклад, что ли, науки как раз вот в появление вот этих этнографических групп. Но очень важно подчеркнуть, что наряду с особенностями в традиционной культуре этническое самосознание татар, независимо от того, где они живут, оно везде одинаковое. И вот как раз наши этносоциологические исследования показывают, что татары, независимо от того, где бы они жили, они часто выделяют одни и те же признаки. Они говорят о том, что мы чувствуем себя татарами, потому что у нас единый татарский язык, потому что у нас единая общая история, у нас единая религия. И вот эти вот компоненты, которые очень важны для всех татар, они вот как раз служат основанием для того, чтобы говорить о том, что мы единая татарская нация. А когда вот этнограф разделяет, что вот этот народ – это этнос, а вот этот народ – субэтнос? Ну, там на самом деле есть несколько признаков, на основании которых вот разделяются вот эти группы. Учитываются не только особенности в традиционной культуре, но и конфессиональный фактор тоже имеет значение. Прежде всего идет речь о татарах-кряшинах, которые исповедуют православие, и на основании вот этого признака этнографы выделили их в отдельную этнографическую, субэтнографическую, этническую группу. А почему тогда у самих вот у татар-кряшин такое вот стойкое вот самосознание, что они являются отдельным этносом? Но вы знаете, я бы тут прежде всего обратила внимание на одну теорию, автор которой Хакингтон, он как раз говорил о том, что как раз религия является очень важным, даже если не определяющим фактором в современном мире. Правда, его влияние, вот этого фактора, конфессионального, религиозного фактора, он связывал с конфликтами. Он считал, что в современном мире можно ожидать конфликты цивилизаций, исламской, православной цивилизации. Но Татарстан как раз опровергает эту теорию, она не сработала.
сработала эта теория у нас в республике. Но я хотела бы обратить внимание, что все-таки вот действительно религиозный фактор является очень важным для того, чтобы люди выделяли, определяли свою специфику. И я думаю, для татар-кряшин это как раз тот признак, благодаря которому они позиционируют свою особость, свою особую культуру, свою специфику. Если для татар-мусульман в таком качестве выступает ислам, то для татар-кряшин это православие. Ну а что сделать, чтобы их взять в лоно в нашей общей татарской идентичности? Ведь у нас очень много и общих признаков, так ведь? Признаков очень много. Это, опять же, тот же единый татарский язык, это наша общая культура, это наша общая история. Единственный признак, по которому отличаются татары-кряшины, это религия. Поэтому я не думаю, что их нужно как-то подтягивать в наше общее лоно. На самом деле они никуда не уходили, они всегда были у нас в единой татарской нации, просто имели свою определенную специфику. Вот татары – это такая нация, у которой неизвестна численность, да, до сих пор неизвестно, точных данных нет. Если вот в начале 20 века говорили, что татар где-то около 15 миллионов во всем мире, сколько татар проживает сегодня? Ну, численность этнических групп, численность народов изучает специальная наука, которая называется историческая демография. Она на основании различных статистических данных, архивных документов, данных переписи как раз анализирует численность того или иного народа, пытается выявить динамику в численности и пытается проанализировать такие показатели, как рождаемость, смертность. И все это на основании вот этих вот показателей как раз создается картина о численности того или иного народа, его изменения. Если говорить о татарах, то как раз тоже в отношении них историческая демография у нас достаточно активно развивается. Есть очень много работ, у которых анализируется численность татар, каким образом она менялась по тем источникам, о которых я сказала. Но на самом деле сложность заключается в том, что татары живут не только в России, но и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. И далеко не во всех этих странах проводятся переписи. Поэтому, к сожалению, говорить о том, какова численность сегодня татар в мире, мы, к сожалению, не имеем возможности. Мы можем использовать лишь какие-то экспертные мнения людей, которые живут в тех или иных странах, являются руководителями татарских национально-культурных обществ, которые знают примерную ситуацию с численностью татар вот в этой стране. Дело в том, что только в России и в некоторых государствах ближнего зарубежья как раз фиксируется вот национальная принадлежность людей. Во многих зарубежных странах, европейских, в Америке, например, в том числе, там людей спрашивают о гражданстве, то есть гражданами какой они страны являются, но не спрашивают про национальность. Именно поэтому мы не имеем данные о численности татар, живущих в зарубежье. Ну сколько же все-таки? Ну, я думаю, что 10 миллионов в мире. 10 миллионов есть. Угу. Гульнара Фатовна, и все же, смотрите, вот есть фактор национального самосознания, есть фактор языка. Что первичнее, что важнее? Как вы считаете, человек без знания языка может ли обладать фактором национального самосознания или нет? Ну, вы знаете, я прежде всего хотела бы назвать цифры об уровне этнической идентичности, самосознания татар из разных регионов. Наши массовые опросы показывают, что примерно 85-90% татар говорят о том, что они никогда не забывают о своей национальной принадлежности. Но когда мы начинаем их спрашивать, а на основании чего вы чувствуете свою татарскость, она в первую очередь говорят язык. Это порядка 70-80% респондентов как раз выделяют вот этот языковой компонент своей этнической идентичности. Но дальше в анкетах мы часто спрашиваем, а какой уровень у вас татарского языка? Уровень владения. Уровень владения, насколько вы знаете татарский язык. Но тут показатели, конечно, гораздо ниже, особенно, скажем, в европейской части нашей страны, примерно 30%, это данные переписи, это не только наши социологические исследования, говорят о том, что они владеют татарским языком. Причем, если мы начнем их спрашивать, а насколько действительно вы хорошо знаете, то, наверное, показатель будет еще ниже. Это один факт. Другой факт. Очень часто вот молодые люди нам говорят о том, что они в качестве родного признают и татарский, и русский язык одновременно. То есть получается сдвоенная языковая идентичность. Но эти два факта еще и как бы вступают в некое противоречие вот с этим уровнем этнического самосознания. То есть люди говорят о том, что да, мы не владеем татарским языком или владеем им в недостаточной степени, но при этом мы не забываем о своей этнической идентичности, при этом мы не забываем о том, что мы татары. То есть вот эта вот такая вот общая тенденция сегодня наблюдается во многих регионах нашей страны, и незнание языка сегодня не мешает чувствовать себя татарином. Но при этом я хотела бы обратить внимание, конечно, на состояние самого языка. К сожалению, это не есть хорошая ситуация.
потому что иначе мы теряем сам язык, мы теряем возможности для воспроизводства национальной интеллигенции, которая будет владеть татарским языком. Мы таким образом теряем писателей, поэтов, журналистов, которые будут говорить на татарском языке, и в конце концов мы теряем слой людей, которые будут потом передавать татарский язык своим потомкам. Поэтому одна из ключевых проблем сегодня для сохранения татар – это, конечно, сохранение татарского языка. И тогда сохранится и самоидентичность, да, татарская? Самоидентичность, она высокая, но она еще укрепится за счет татарского языка, естественно. И не только идентичность, вы понимаете, татарский язык – это ведь не только вот какая-то гуманитарная вещь, это на самом деле еще и большой ресурс для татар, потому что татарский язык – это часть тюркского мира. То есть для человека знание языка – это, конечно, определенный бонус в жизни. Знание 2, 3, нескольких языков – это, конечно, преимущество. И татарский язык в этом смысле не исключение. Вот вы тут затронули вопрос множественной идентичности, да? Ну, как вы к ней относитесь? Вот если один человек, например, мама татарка, отец русский, кто он? Русский татарин или татаро-рус? Кто он? Скажите. Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, потому что он все-таки такого личностного уровня, и каждый человек в этой ситуации должен определять сам для себя. Я должна сказать, что межнациональная брачность вообще и в республике, и в стране, она достаточно высокая, и тут уже просто дело, это просто выбор каждого человека, каждый должен определять для себя, какой идентичности он может принадлежать, или, может быть, даже никакой совсем, и даже такие факты тоже могут быть. Но влияние глобализации есть? Конечно, это влияние глобализации, в общем-то, эта ситуация не уникальна ни для республики, ни для татар, ни для нашей страны. Во многих странах мы наблюдаем точно такую же картину. К сожалению, люди начинают терять свою идентичность, но, вы знаете, в научной литературе вот используется такое понятие, как глокализация. То есть, когда какие-то этнические группы или социальные группы начинают сопротивляться глобализации, формируют какие-то собственные модели, вот ответные реакции вот на эту глобализацию. И очень много сейчас вообще проектов и в Татарстане, и у татар, и, в принципе, и зарубежье тоже это мы наблюдаем, когда формируются вот эти ответные реакции в виде каких-то интересных проектов, которые направлены на поддержку языков, культуры, самосознания народов. И очень это такой интересный процесс, и он сейчас набирает масштабы по всему миру. В Татарстане, в частности? В Татарстане я привела в качестве примера интернет, где очень активно молодые ребята создают проекты по продвижению татарского языка, предлагают собственные методики изучения татарского языка, предлагают какие-то проекты продвижения татарской культуры, собираются через социальные сети вместе, находясь в разных городах, ребята встречаются, проводят вместе время, знакомятся. То есть люди каким-то образом пытаются объединиться, каким-то образом ответить вот на эту глобализацию, как-то самосохраниться. Вот многие ругают интернет за то, что чистота языка теряется, вот как раз в интернете, да? Ну, как вы считаете, вот в этих условиях чистота языка настолько ли важна, или же все-таки народ хочет хоть как-то сохранить свою идентичность? Ну, вы знаете, я как этносоциолог, я бы, наверное, тут выделила несколько уровней. Ну, прежде всего, уровень, скажем, повседневного общения и тех татар, которые совершенно не владеют татарским языком. Я думаю, это как раз очень удобная, хорошая возможность. Это первая стартовая площадка для того, чтобы изучить татарский язык. Но следующий уровень, о котором я сказала, это профессиональная национальная культура, связанная с татарским языком. Естественно, это другая ситуация. И здесь не то, что интернет, а там совершенно другие механизмы должны использоваться. И для того, чтобы поддерживать и развивать татарский язык, я имею в виду национальное образование, начиная с детского сада и заканчивая высшим. Я имею в виду это особая литература, театр. Это, конечно, совсем другое направление. Несмотря на все трудности, татары смогли сохранить свою идентичность даже вот в этот небольшой такой период, как 100 лет. Да? И в советское время сохраняли. Как вы считаете, благодаря чему это все произошло? Ну, я прежде всего бы вспомнила советское время с его политикой атеизма, всеобщего атеизма. И несмотря вот на эти сложные годы, вот татары смогли сохранить свою идентичность за счет религии, за счет ислама. Ведь тогда, несмотря на всю вот эту политику, всегда татары соблюдали обряды жизненного цикла. Рождение ребенка, свадьба, похороны – это всегда проводилось по мусульманским обычаям. И это было естественной, нормальной частью повседневной жизни татар.
И вот за счет вот соблюдения, в том числе вот этих вот обрядов, за счет того, что в каждой деревне, может быть, если не явно, но тем не менее была мечетная жизнь, был мулла, и обязательно проводились застолья, семейные, большие застолья, все это вот, конечно, очень помогло татарам тогда сохранить свою идентичность. И сейчас, вот несмотря тоже, опять же, на эту же глобализацию, татары тоже сохраняются за счет ислама в том числе. Но одно дело проживать внутри своей исторической родины, да, а как быть с татарами, которые составляют диаспоральную часть нашего большого татарского мира? Ну, как вы считаете, насколько им сегодня сложно сохранять свою идентичность? Какие проблемы сегодня есть у них там? Ну, вы знаете, я бы начала отвечать на ваш вопрос с периода начала 90-х годов, достаточно сложное время в истории нашей страны, когда страна находилась в сложном экономическом кризисе, когда отдельные республики стремились выйти из состава страны, когда межнациональные отношения приобретали форму вооруженных конфликтов. В Татарстане была принята Конституция и был принят целый ряд законов, в которых присутствовал пункт о том, что республика берет на себя обязанности по удовлетворению этнокультурных потребностей татар, живущих за пределами республики. В 2014 году была принята стратегия поддержания этнической идентичности татарского народа. Она была продлена до 2022 года. Это очень важный документ, который как раз сосредоточен на том, чтобы поддержать татар, живущих за пределами республики. И я хотела бы обратить внимание, что это очень серьезный документ, в котором прописаны самые разные направления деятельности по поддержке диаспорных групп татар. Это в том числе и какие-то культурные мероприятия, это в том числе и научно-исследовательские работы. И, кстати, надо сказать, что вот в рамках этой стратегии нам удалось поработать в разных регионах. И как раз вот мы проводили наши опросы, и на основании которых вот мы вывели вот эту цифру, 85-90% татар говорят о том, что они никогда не забывают о своей национальной принадлежности. Когда вот приезжают татары из других регионов, они говорят, что вот у нас были вечерние школы, у нас были школы даже, кстати, с обучением ряда предметов на татарском языке, и все это в последние годы вот именно что закрылись эти школы. Как вы считаете, все-таки как должна строиться работа, на самом деле? Ведь большая часть татар проживает именно вне своей исторической родины. Но мне кажется, знаете, нам надо активнее использовать современные технологические возможности. Сложно, наверное, Татарстану, да и не нужно, и невозможно охватить татар, живущих в самых разных уголках мира, тем более зарубежье. Там нет, в конце концов, и полномочий у республики на то, чтобы выстраивать там какую-то политику. Другое дело, что через интернет, например, мы можем реализовывать какие-то интересные проекты. Например, обучение татарскому языку, в котором очень высокая потребность, особенно у зарубежных татар. Они очень часто рассказывают о том, что они хотели бы изучить татарский язык, но, к сожалению, до них не доходят учебники, может быть, их не совсем и не устраивают, да, но интернет как раз бы мог бы позволить это вот им сделать, удовлетворить вот эту их потребность в языке, в татарском языке. Я думаю, что интернет еще предоставляет массу других возможностей сегодня очень быстро реагировать, очень эффективно реагировать на запросы, которые поступают от татар. То есть очень важно, мне кажется, сейчас немножко перестроиться на современные уже технологии, на современные возможности. И чтобы была вот эта качественная обратная связь, да? Да, конечно, конечно, конечно. Чтобы все вопросы, они не оставались там неуслышанными, закрытыми, да, а именно они доводились до конца. Ну, если коснуться вашей науки, этнологии, скажите, в будущем, что у нас еще не изучено? Что нам еще необходимо изучить, что касается именно татарского этноса? Но вы знаете, я бы хотела обратить внимание вот на зарубежных татар. В общем-то, у нас очень богатая татарская диаспора сложилась во многих странах, европейских странах, в Турции. К сожалению, мы пока для себя еще не открыли историю формирования этих групп. Мы, к сожалению, пока еще не знаем, что происходит с их этническим самосознанием, с татарским языком. Но вот в качестве примера совсем недавно мы, например, обнаружили, что в Турции есть 6 татарских сел. А каким образом они там появились? И каким образом сейчас, что происходит с татарами, каким образом сейчас вообще татарская община этой страны сейчас развивается. Вот это очень интересно, конечно, посмотреть. И, знаете, здесь не только научный интерес, но и чисто прагматический тоже, думаю, интерес, потому что было бы, наверное, через культуру интересно какие-то развивать еще и экономические связи с разными странами. Я думаю, что как раз татарские диаспоры могли бы выступить неким таким посредником в укреплении отношений России, Татарстана с различными зарубежными странами.
То есть у нас еще есть куда стремиться, еще работы очень много. Да, спасибо вам большое, Гульнар Фатовна, за интервью. Пожалуйста. А я вам напоминаю, что это была программа «7 дней плюс», и сегодня гостем нашей программы была заведующая отделом этнологии Института истории имени Шагабуддина Марджани, Академия наук Республики Татарстан Габдрахманова Гульнара Фатовна. До свидания, до скорых встреч.